Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Глава Чувашии подписал указ о дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в республике. Комментируя документ на совещании правительства, Михаил Игнатьев привел цифры. Несмотря на все усилия и рост строительства, в Чувашии 75 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Причем многие по 10 с лишним лет. Наша задача – разрешить эту историческую проблему, заметил глава республики. Президент страны Владимир Путин поставил задачу: в ближайшие 8 лет как минимум 60% семей должны быть обеспечены отдельным жильем, качественным и недорогим. На эти цели в целом по стране предполагается направить свыше 600 миллиардов рублей. У Чувашии есть все шансы войти в эту программу, заявил Михаил Игнатьев ранее. Сегодня намерения республики в деле жилищного строительства приобретают конкретные очертания. Комплексное возведение малобюджетного малоэтажного жилья является одним из наиболее перспективных, стратегических и ожидаемых направлений развития жилищного строительства. Опросы Фонда общественного мнения показали, что более 1/3 россиян, проживающих в городах, хотят иметь в пригороде хороший, комфортный дом с земельным участком для своих семей. Данный указ, подписанный мной, объявляет строительство доступного малоэтажного жилья экономического класса с применением современных энергоресурсосберегающих технологий стратегической целью государственной жилищной политики на территории нашей республики. Эта задача предписана в указе, стоит перед Кабинетом министров, но и перед органами местного самоуправления, ибо очередность в основном в администрации районов и городов у нас. Для ее достижения будет сформирован резерв земель, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности. Из этих земель резерва будут выделяться участки, которые необходимо будет обеспечить инженерной инфраструктурой и предоставить застройщикам под комплексное строительство жилья экономического класса. По экспертным оценкам, предоставление под застройку земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, позволит снизить себестоимость построенного жилья минимум на 15%, в среднем на 25%. В зависимости, конечно, все мы понимаем, от местонахождения земельного участка. Глава Чувашии вновь напомнил, земельные участки, переданные в аренду и неиспользуемые по назначению, будут изыматься, чтобы затем застраиваться малоэтажным, малобюджетным жильем. В указе оговорено и создание единого информационного ресурса о свободных земельных участках, которые можно использовать под жилищное строительство, и внедрение дорожной карты, которая предусматривает механизм взаимодействия органов власти и местного самоуправления при выдаче разрешения на строительство жилья и другие меры, направленные на развитие этого направления. На еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики обсудили и другие вопросы. В частности, выполнение адресной инвестиционной программы за 9 месяцев и ход отопительного сезона в Чувашии. По словам министра экономического развития Чувашии, за 9 месяцев 2012 года на строительство и реконструкцию объектов открыто финансирование в объеме 2 миллиарда 355 миллионов рублей. И это 74% от годового лимита. При этом на ряде важных социальных объектов строительство ведется крайне низкими темпами. В качестве примеров Алексей Табаков привел Марпасадскую школу, Ледовый дворец, биологические очистные сооружения, полигон ТБО и ряд других объектов. В Мариинском посаде строители школы уже неоднократно срывали свои же собственные сроки. Они участвовали на конкурсе, так? Да. Подписывали государственный контракт. Это государственная социальная программа. И они наглым образом, не выполняют свои обязательства. Предъявляйте по полной программе санкции, которые заложены в контракте. И называйте фирму, собственника, кто учредил компанию, и кто там нанятые менеджеры, фамилия, имя, отчество. Глава Чувашии заметил, поддерживать будем только тех, кто работает эффективно и свои обязательства выполняет честно. Во многом это касается и тех, кто срывает начало отопительного сезона. Сегодня в республике, по данным Минстроя, свыше 400 домов не подключены к теплу, и 390 из них в Шумерле. Нет теплоснабжения и в нескольких домах в Новочебоксарске. По словам руководителя Минстроя Владимира Громова и главы администрации Новочебоксарска Александра Сироткина, проблемы будут решены в течение ближайших суток. Об участии Чувашии в выставке «Золотая осень»
осень 2012, рассказал глава Минсельхоза Сергей Павлов. 40 предприятий сельхозорганизации были представлены, и в рамках выставки традиционно прошли конкурсы. И на этих конкурсах приняли участие 11, то есть 11 отраслевых конкурсов провели, из которых наши предприятия представили 95 видов продукции. Всего 16 предприятий пищевой перерабатывающей промышленности приняли участие, 5 личных подсобных хозяйств, 5 крестьянско-фермерных хозяйств, 4 семейные животноводческие фермы, поселение приняло одно участие, сельскохозяйственно-потребительский кооператив и Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. В номинациях всего были вручены дипломы и медали, всего присуждено медалей в количестве 86 единиц, в прошлом году было 77, в том числе золотых 50, в прошлом году 30 было. Всего в выставке приняли участие 61 регион и более 30 иностранных государств. Единый день голосования прошел вчера по всей стране. В нескольких регионах выбирали губернаторов впервые после политической реформы 2012 года. В Чувашии также состоялись выборы в местные органы власти, которые, по словам председателя Центра избиркома Чувашии, прошли организованно и без эксцессов. Он также отметил, что по уровню избирательной активности в целом по стране республика входит в первую десятку. На последних выборах к урнам для голосования пришли более 60% избирателей. Если говорить по районам, то наибольший рост это показывают такие районы, как Вурнарский район, Чебоксарский район хороший рост показал, Янтиковский район, Яльчикский, Порецкий район, именно по активности избирателей. Вот. То, что касается результат, еще раз подчеркиваю, объективный. Победил тот, кто больше хотел, кто приложил больше сил. Выборы в органы местного самоуправления, они как раз отличаются тем, что в первую очередь голосуют за личностей, за тех людей, которые заслуживают доверия, которых знают на селе. И, соответственно, они в этом случае побеждают с хорошим перевесом. Вот. В целом по республике замещалось 46 вакантных мандатов. Это 25 глав сельских поселений, 9 депутатов районного уровня и 25 поселенческого уровня. Из 46 мандатов 42 получили представители политической партии «Единая Россия». Один кандидат выиграл тот, который был выдвинут от КПРФ, и 3 самовыдвиженцев. В чувашских школах приживается электронная система расчета за питание. Пока ее внедрили только в 29 учебных заведениях. Но уже в следующем году оборудование планируют установить во всех образовательных учреждениях столицы. Специальную программу «Школа питания Республика» реализует совместно с банком «Авангард». В эти выходные его председатель посетил Чувашию с рабочим визитом. Прежде всего, Валерия Торхова интересовала, насколько удачно новый проект стартовал в нашем регионе. Ученики 44-го лицея уже давно перестали спрашивать у своих родителей деньги на обед. В столовую они приходят только с электронными картами. Чтобы расплатиться за готовые блюда, дети прикладывают их вот к такому терминалу. В этом лицее устройство заранее запрограммировали на 3 вида меню. Если я хочу обед за 35 рублей, я прикладываю карточку любой страной и сейчас выйдет талон. Это же звуковой и световой. Да, если же я хочу обед за 15 рублей, то я прикладываю опять же карточку любой страной и выходит талон. Терминал не только выдает чеки, но и посылает СМС-сообщения родителям. Они видят, какую сумму на обед потратил их ребенок. Родители обязаны на это выделить ресурсы, ибо это здоровье нации, здоровье ребенка. Ни один родитель, или папа, или мама, не должны жалеть средства. Пока системой безналичного расчета пользуются только 20 тысяч чебоксарских школьников. Но в обозримом будущем такие устройства планируют установить в Новочебоксарске, Шумерле и Канаше. Школам, которые уже включились в этот проект, электронные карты выдавали бесплатно, а с родителей не взимали плату за их использование. На таких условиях социальные партнеры готовы работать с республикой и дальше. Последнее слово остается за учебными заведениями, которые приобретают терминалы за свои средства. В этом году наша задача полностью охватить все школы в Чебоксарах. 2 из оставшихся 30 школ полностью, 28, по крайней мере, 1 поток, чтобы все школы до конца текущего года были охвачены. 6 школ в Новочебоксарске. В следующем году, я надеюсь, может быть, отчасти в 2014 мы полностью охватим 100%
школ и в Чебоксарах, имеется в виду все потоки, и в Новочебоксарске. Ну и будем думать о том, чтобы войти и в Канаш, и в Шумерго. Это что касается школьного питания. Понятно, что у банка для решения этих задач нам нужно еще вырасти для того, чтобы эту услугу оказывать качественно. Это у нас пока мы должны убеждать, мы должны работать с родительскими комитетами. Если мы решим эту проблему, тогда никаких других проблем нет, родителей очень. Там через попечительские советы школ, не надавливая на них, а объясняя, убеждая, что это на самом деле здоровье питания и, по крайней мере, безопасно. Банкиры планируют взяться и за реализацию других социальных проектов. Республике есть что предложить. Возможно, силами банка удастся реанимировать заброшенное производство на заводе «Биопарк». Решение об этом будет принято позже, но уже сейчас понятно, что совместное сотрудничество принесет неплохие плоды. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Глава Чувашии и председатель правления банка «Авангард» побывали в гостях и у воспитанников Чебоксарского детского дома. Вы занимаетесь, делаете то дело. Недавно здесь оборудовали современный интерактивный класс. Преподаватели обучают ребят премудростям самых разных компьютерных программ и даже прививают навыки фотодела. Это помещение преобразили в настоящую студию. Такие курсы среди детей начали пользоваться большой популярностью. Некоторые уже мечтают в будущем стать профессиональными фотографами. Недавно в интернете появился и собственный национальный ансамбль. Юные артисты показали гостям небольшой концерт. Сегодня Международный день белой трости. Он появился по инициативе Международной федерации слепых в 1970 году. Россия присоединилась к празднованию этого дня спустя 17 лет. История белой трости как символа незрячих берет свое начало в 1921 году. Англичанин Джеймс Бикс, ослепнув в молодости, старался вести активную самостоятельную жизнь. И чтобы отличаться от обычных прохожих с тросточками, покрасил свою трость в белый цвет. И ее стали замечать. То же самое он советовал делать другим незрячим. В Чувашии проживает более 4000 инвалидов по зрению. Почти половина из них в Чебоксарах. Именно в столице Чувашии имеется единственная в республике библиотека для слепых. Ее фонд составляет более 150 тысяч книг. У библиотеки имеется 2 филиала в Алатыре и в Канаше. Несколько передвижных пунктов выдачи при местных организациях Всероссийского общества слепых. Незрячие и слабовидящие жители Чувашии ведут активный образ жизни, трудятся, причем не только в инвалидных организациях, но и на преподавательской работе, в других организациях. Учатся в вузах, активно осваивают компьютер. Как соблюдаются права тех, кто оказался за колючей проволокой, и как содержатся те, кто находится в местах не столь отдаленных. Свою инспекцию в 6-ю колонию рядом с Новочебоксарском провел общественный совет. Он существует при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В него входят правозащитники, депутаты, священники, правоохранители. О том, что показала эта проверка, далее в репортаже. Это колония близ Новочебоксарска строгого режима. Здесь отбывают наказания, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. «Шестерка» считается самой большой в республике. В ней содержится 1400 человек. В каких условиях живут осужденные, выясняет во время инспекции общественный совет. Обязательное правило – проверка места заключения, общение с отбывающими наказания. Но у последних для комиссии, как правило, реплики уже заготовлены. Условия содержания, сами видите, замечательно. Несмотря на то, что претензий нет, комиссия проводит обход. Посещает медсанчасть. Она открылась в этой колонии 3 года назад. Проходит в цехах, где работают осужденные. Деревообрабатывающий, швейный, а также участок, в котором собирают розетки. Основным мероприятием можно обозначить возможность осужденного трудиться, получать заработную плату и погашать иск, который в наличии имеется по решениям судов. Вот. И те 3 миллиона, например, денежных средств, которые взысканы с них за 9 месяцев текущего года, говорят о том, какая заработная плата в наличии есть у осужденных и имеется ли возможность оплачивать эти иски. Общественники посетили столовую, поваров для которой готовят свои преподаватели. В колонии есть собственная школа, ПТУ. Преподаватели обучают этих поваров, дают свидетельство, что они имеют право работать поварами. После этого они приступают к работе.
Мы прослеживаем, значит, если у него срок подходит, значит, на освобождение, к этому времени следующую группу готовим. Да. В колонии запущена система социальных лифтов. Об этом на отдельной встрече с отбывающими наказания говорили сотрудники колонии. Здесь создана специальная комиссия по оценке поведения осужденного. По задумке, нововведение должно стимулировать на законопослушное поведение. В качестве поощрений комиссия ходатайствует о смягчении наказаний или досрочном освобождении. Переводит осужденного в специальный отряд улучшенного содержания. Проявившим себя с лучшей стороны предоставляют общежитие. Мы были вот в отряде, эти улучшенные содержания, они уже о многом говорят. Во-первых, над головой нет второй кровати. Это тоже уже здорово, да? Никто над тобой не спит, и в то же время никому не надо лазить на второй этаж. Это тоже здорово, ребята. Поэтому мы должны стремиться к этому. А попадете туда, в этот отряд, а с него путь домой будет гораздо ближе, чем отсюда с общей зоны. Инспекция – это оценка системы. В ходе таких встреч, по сути, должны обнажаться проблемы и браться под карандаш. Но впечатление от этой проверки, на радость общественного совета, самое благоприятное. Радует то, что, значит, во-первых, бытовые условия и содержание меняются, изменились в лучшую сторону. А самое главное, значит, что меня лично, как члена общественного совета, порадовало, то, что, значит, развивается производство. Такие общественные проверки проводятся с 2008 года. Тогда общественники получили право посещать любые места, где принудительно содержатся граждане. Вместе с тем рассматривать их письменные обращения и жалобы. Грубых нарушений прав осужденных в этом закрытом учреждении общественники не выявили. Ольга Григорьева, Алексей Иванов, Евгений Анисимов. Республика. Ежегодно осенью в столице Чувашии проходит одно из самых ярких событий года – открытый фестиваль индустрии красоты «Золотая коллекция». Уже в 16-й раз в Чебоксарах собрались самые талантливые косметологи, визажисты, парикмахеры, стилисты, художники-модельеры и дизайнеры, чтобы себя показать и на других посмотреть. В индустрии красоты нет предела совершенству. Главное не лениться и поверить в себя. Ведь, как говорила знаменитая актриса Софи Лорен, женщина, твердо уверенная в своей красоте, убедит в этом любого. Дамы на таких фестивалях теряют счет времени. Чувствую себя с 19 века. Какой-то королевой. Причем удовольствие получают не только посетители фестиваля и выставки, но и мастера. Признаются, что «Золотая коллекция» учит и помогает совершенствоваться. Сегодня над образом я работала сама. Занимаюсь я абсолютно всем. Макияж, маникюр, то есть с головы до ног. Девушка полностью подготовлена мной. В конкурсе «Золотая коллекция» я участвую не первый год. Единственный момент – это то, что именно в прическе первый раз. До этого я участвовала в мужской номинации, в конкурсе по макияжу. Все это безумно интересно. Для наведения красоты здесь есть все. Разнообразные сыворотки, маски для омоложения лица, массажные масла. Кстати, посетители смогли совершенно бесплатно опробовать на себе многие рецепты красоты. В рамках фестиваля в течение 16 лет проводятся мастер-классы, семинары, конкурсы с приглашением ведущих учебных центров городов Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара. Во время фестиваля проходят выставки презентации парфюмерно-косметической продукции, а также устраиваются дефиле от ведущих специалистов и дизайнеров, а также арт-художников. Фестиваль «Золотая коллекция» – один из самых массовых, престижных и ярких мероприятий индустрии красоты в Чувашской республике, который проходит под патронажем Минэкономразвития Чувашии. Формат проведения этого мероприятия у нас каждый год меняется. Если помните, мы раньше проводили в театре оперы, балета, потом перешли в МТВ-центры. Ну, а в будущем году, в каком формате мы будем проводить, это, конечно, мы решим позже. Со своей стороны мы хотим делать все возможное, чтобы это мероприятие продолжалось, чтобы наша сфера индустрии гостеприимства, сфера красоты, она развивалась и совершенствовалась, чтобы наши люди, жители Чувашской республики смогли получить вот эти услуги на достойном, качественном уровне. 3 года назад в рамках фестиваля стала проводиться выставка «Красота и здоровье». Специалисты красивого бизнеса в один голос утверждают, чтобы хорошо выглядеть, нужно быть здоровым, заниматься физкультурой, правильно питаться и покупать качественную косметику. Если вы хотите купить продукцию более высокого качества, берите ее у официальных дистрибьюторов.
они у нас есть на рынке. У нас огромный спектр. По-моему, практически классические бренды все представлены в Чебоксарах. В фестивале принимают участие, знаете, талантливые, самодостаточные и очень креативные, и, наверное, такие продвинутые люди. Когда они получают предложение об участии, они всегда говорят: да, все, мы участвуем. В каком формате они будут участвовать? Они выбирают. То есть либо это конкурс, либо это свой салон, который будет здесь представлен. Но в любом случае это люди, которые интересуются, выезжают, которые хотят, как и мы, вот, и они, донести до потребителя тот уровень, который на сегодняшний день есть, и те новинки, которые представлены на рынке. В течение 2 фестивальных дней участниками золотой коллекции стали более 30 компаний, специализирующихся в сфере индустрии красоты, более 200 участников фестиваля, ну и, конечно же, многочисленные зрители. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Чувашские самбисты завоевали 2 мировых золота. Соревнования, собравшие атлетов 20 национальных федераций и ассоциаций, проходили в Софии. На пути к золоту наш Артем Щербаков провел 3 схватки. Причем одну из них Артем закончил досрочно. В 2 первенствовал по баллам. Среди девушек награду высшей пробы добыла также наша землячка Эдера Лаврентьева, которая сначала выиграла у соперницы из Румынии по баллам, затем у спортсменки из Болгарии досрочно. Золотые медалисты являются воспитанниками Чебоксарской школы самбо-четра. Обновленная специализированная школа открыла свои двери в сентябре этого года после капитального ремонта. Условия для тренировок здесь более чем комфортные. За несколько лет реконструировали тренажерный зал, установив самые современные снаряды и плавательный бассейн. Самбисты посещают его в свободное от тренировок время. Сейчас в школе самбо-четра занимаются больше 500 ребят. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Увидимся на нашем канале завтра в это же время.